Ребята, доброе утро. По моей Лубкина, ну уже понятно, ребята, приехал в деревню. Вчера привезли технику, выгрузили. В общем, приехал, ребят, с утра. Съездил в магазин, там по делам, туда-сюда. И прилетел, ребята, собирать. Смотреть, что и как. И вообще, в общем, показать вам, ребята, новое приобретение. Тафалар 600 с различными, ребят, доп-функциями, всякого разного. Сейчас давайте вместе разберемся. Немножко снежком подзавалило, конечно. Ну, в общем, давайте начнем. В общем, вот так его, ребята, я тут выгрузил. Накрыл корытами. Сейчас берем снег и начнем разбираться, что к чему и почему. Заехал в магазин, прикупил, ребята, набор ключей новый. Ну, газ там заехал. Взял веревку, карабины, но это пригодятся в дальнейшей, ребята, эвакуации Тафалары, который лежит на дне. Веревку. Ну и так в целом положу в кофр. Это всегда нужная штука. Она должна лежать там, мало ли, на подъем не поднялся. Ну с этой мотособакой, я думаю, сейчас нам не страшны любые подъемы. В общем, набор ключей, так как ключи тоже утопил все. И в общем, пришлось купить новые. Ну, такие вещи в деревне нужны, да и в общем, имея технику, всегда нужно возить ключи. Хотя ты уверен в ней, не уверен, надо возить, ребята. Так, друзья, ну что мы имеем? Имеем модуль с сиденьем, передний модуль. Так как в исполнении будет толкача, в любом случае, в общем, корыто под передний модуль уже такого, ребята, серого цвета. Ну, они более крепкие и широкие. Вот они, вот такие, ребята. Такие саночки широкие, да, вот, допустим, взять доп, который я заказал. Они, в принципе, также идут с креплениями, их можно ставить как на модуль. Но здесь, ребята, видите, такие более уверенные склизы. Склизки мне у них нравятся. Вот такие здесь выемки идут, классно впиваются. Но я, в общем, закручу железный уголочек как направляющий. Вот по дорогам именно, когда передвигаешься или по льду по весне, такой уже, они все равно не помогают, и мотособака неуправляема. Вот здесь вкручиваю. Это уже потом доп. В общем, сани. Здесь отбойничек к ним же, правда, загнулся он немножко. В общем, этот как-то выглядит вот так, ребята. Вкручивается накровленные саморезы просто, и все. Так, далее, ребята, сами документы, свечник, паспорт и так далее. Потом идет чехол на двигатель. Обязательно сразу же взял. Штука нужная, вещь хорошая. Тут уже смотрю, немножко изменения у них пошли. Надпись уже идет. И на баке, на крышке тоже значок Тафалара. Предыдущих у меня такого не было. Хорошая вещь, ребята. Сразу, когда покупаете, берите. Неважно ли для мороза. Не только для мороза это вообще спасает. Да и не от мороза это спасает, а от всякой пыльцы. Когда идем, потом двигатель останавливается, все это намерзает. В общем, это потом все очень плохо. Так, дышло раз, ребята. Я так понимаю, что это дышло идет к этим саням. Все верно. Так, это сюда. Отбойник потом прикрутим на саморезы. И, в общем, просто будут сани, доп. Сани. Сани нужны всегда. Далее. Дышло 2. Так, ну это идет вот под это корыто. В общем, я могу сейчас
Модуль, в принципе, и на эту поставить, и на эту. Все верно, ребята, вот она сюда идет. Вот такое дышло, большое, с изгибами уже. Ну, это мы отложим в стороночку, так как нам она не нужна. Так, запасной ремень, ребята, положили. 33-й, наверное, как и есть, как у всех. Запасной ремешок. Он нам понадобится в любом случае. Это нам спасибо огромное. Так, тут что еще? Тут что-то еще, ребят, положили. Что-то новенькое. Так, это сумка на руль, ребята. Сумка на руль. Они сейчас вот начали делать кофорты заводские уже. В прошлой мотособаке я делал сам. А здесь заводские, ребята. Вот такая сумка. Она будет крепиться на руль вот так. Круто. Спасибо, Женек, за сумку. За сумку мы не обговаривали. Ну, в общем, Женек сделал подгончик мне. Спасибо большое. Так, ну, в общем, идет руль сам. Со всякими кучами прибамбасов. Свет. Подогревы, ЧК, стоп-двигатель. Так, вижу, коробочка еще, ребята. Здесь цепь запасная. За цепь тоже отдельное спасибо. Ну, в принципе, что на первой мотособаке, на 500-м, что на лонге, что цепь, что цепочку я не менял. Ну, вот еще, ребят, такая штука. Это кофорт. Сумка. Вот такой кофорт. Вот такой багажник. Сюда идет. Отлично. Крутая вещь. Вообще крутая вещь, ребята. Здесь он на утяжечке. Со всех сторон цепляется. Ну и, в общем, как-то так, ребята. Ну и сама мотособака. Тасалар уже 600-й. Новая модель, ребята. Здоровенная, мощная техника. С 20-м двигателем лифановским. Гусянка, ребят, уже 600-я. Тайговская. Полностью гусянка. В общей длиной почти 4 метра. Подвеска, ребят, тайговская. Здесь уже идет другая система, ребята. Уже идут каточки тайговские. Сверху уже идут ролики тайговские. В общем, переломка. Вот в этой части, ребята, смотрите. Подвеска, переломочка. Если будем проезжать какие-то неровности, это у нас как танк просто будет идти. Ну и опять же, если будем назад, эта система будет подниматься. Натяжитель гусянки вот таким образом тут идет. Но это в дальнейшем, ребят, обзорчик. Я вам покажу все, что есть и не есть. Как-то так. Также еще, ребят, повторюсь, 20-й двигатель. Здесь уже идут реверс не на руле. Они все-таки сделали его именно на самой мотособаке. Хотя вот на лонге у меня был переключатель тросик газелевский. Я уже спереди переключал. Ну и тут, ребята, сделали доп. Функцию, понижаечку. Здесь, ребята, прям... Я не знаю, как это все будет выглядеть, но, в общем, реверс не только вперед-назад, но еще и назад. Понижайка, вперед, понижайка. Это, ребят, мы будем тестировать все и смотреть. Ладно, что, попробуем собрать все это дело. Как, что это будет выглядеть, сейчас, ребята, будем разбираться. Погнали.
ребят, ну внутри, в принципе, ничем не отличается от моего утопленника. Такой же вариатор Safari. Двигатель 20-й Lifan. Бак 6,5 литра, я так думаю. Все то же самое. Здесь уже, ребят, у меня идут тормоза. Ну и вот такая коробочка. Все, здесь надо, ребят, будет разбираться. Двигатель также съемный. Стартер. Воздушный подсос. Закрытая цепь. Ну ничем, в общем, не отличается, ребят, что было на моем предыдущем. Ладно, все, давайте начнем.
Так, друзья, ну что, немножко вырисовывается. Получается, здесь столько, ребят, отверстий. Можно модуль регулировать, как тебе удобно. Также и на корыте. В общем, изначально поставил на первую. Но у меня не хватает тросиков, натяг идет. Я немножко сместил на 3. Получается, и здесь примерно поставил на вторую. Не знаю, почему ребята не делают втулочки. Но, в общем, здесь просто болт. Здесь надо пару гаек добавить. На 19 купить. Раз, два, три. 3 гайки. И там 3 гайки поставить. И будет уже как втулочка. Или втулочку сделать. Выровнял фару. Не знаю, правда. Надо будет настраивать, регулировать ее выше, ниже. Так, газулька, как на буране, на снегоходе. Мне так не нравится. Я передвину ее вот сюда. Вот так. В общем, есть тормоза. Ну, надо завести, посмотреть, что к чему. Давайте, ребят, заведем, посмотрим, как что получается. Все новенькое. Заведем. Завелся с первого раза, ребята. Ну, прям новенький, ребята, аж. А звук у него такой еще. Так, ну что у нас со светом? Так, это у нас свет. Это, я так понимаю, подогрев ручек. Ну, свет надо регулировать в темноте. Сейчас стоит нейтральная. Да, свет надо, ребят, смотреть в темноте. Как что, чуть ниже, выше. Ладно, это мы потом посмотрим. Здесь уже, смотрю, сделали резиночки от воды. Классно, молодцы. Ставим чехольчик. Ну и все в этом роде. Все в этом роде, ребята. Прорез под провода. Молодцы. Здесь уже вот идет выход, ребята. Ну, соответственно, ручка газа. Вот, как-то так. Как-то так, ребята. Так. Раз, два. Раз, два, три. Кофр, конечно, ребят, это вещь. Это, конечно, вещь. Она по-любому нужна, такая штука. Тем более такой здоровый. Так, ну что, уже какой-то вид образовывается. Так. Сразу такие вещи. Гайки, шмайки. В любом случае, туда положу сразу ремень. Новый. Цепь. Отдельно сумочку, конечно, сделать. Это в дальнейшем потом все сделаем. Сумка. Сумка, она вперед идет, но это пока не до сумки. Так, свечник. Положим тоже. Документы. Можно как раз в сумку положить. Паспорт. Все дела. Пока не до этого. Так. Ну, набор ключей, конечно, соответственно.
коты. Ты коты, помогаешь мне? Коты. Цепной. Отлично. Прицепной. Отлично. Наборчик. Ништяк. Понравился. Все есть. Что нужно. Куча переходников всяких. Отлично. Ну что поделать. Пришлось купить. Все равно новый нужен. Мы его в кофр сюда приземляем. Первая заправка, друзья, боевого коня. Первая заправочка. В общем, все. Аппарат готов. Немножко по проводке, но у меня, говорю, нет изоленты, нет стяжек. Что-то не купил, в магазине был, дурак, и забыл. А так в целом все, машина готова. Первые покатушки сейчас по поселку. Посмотрим, что да как. Ну что, попробуем. Чувствуется, машина мощная. Пока потихонечку, особо не будем газовать. Так, друзья, ну что, дорога-то это все понятно. Снега у нас уже достаточно, по колено, даже больше. Давайте попробуем его загнать. Куда-нибудь загнать его. Ой, красота, ребята. Даже не чухает. Он просто ползет, ребята. Отлично вообще. Ну вот, ребят, смотрите, какая колея. Полностью проваливается, но он просто ползет. Так, нейтральничка. Ага. Проваливается полностью, ребята. Ну смотрите, четко. Без всяких каких-то нареканий. Понижаечку. Понижаечка. Смотрите, ребят, понижаечка работает.
Просто гребет и все. Это вот на подъем на большой, ребят, еще что-то. Понижаечка. Отлично. Ну, здесь, ребята, не сравнится, я чувствую прям чувствую. Если бы я первый раз как бы сел на него, на мотособаку, я тут не понимал бы еще, а тут я прям чувствую, что он просто идет. Засыпанная, разницы нету. Делаем дорожку на гараж. Вообще дороги нету. Дорожки, ребята, тут сейчас поделаю потихонечку, и нормально будет, все ровненько. Наладил свет, не знаю, может немножко повыше надо, но в общем, в принципе, нормально, достаточно. Еще кружочек и будем загонять. Ну все. На заветном месте. Стемнело, покатался так немножко по поселку, по Пухляку, посмотрел, ну вроде все, ребята, все четко, по двигателю никаких нареканий, все работает, заводится сразу. Проходимость, конечно, ребят, бешеная, это вообще жесть, что-то с чем-то просто творится, он просто прет как танк. Ну, естественно, пока все притирается, скорости еще никакой нету, да, я не даю, конечно, полный газ. Немножко доработок. Поковыряюсь с тросиком, заменю ручку газа на железную, пластмассу выбираю я сразу, ребят. Были такие моменты на морозе, щелкали они. Там плюс-минус там. А так все, ребята. Лошадка готова к бою. Потихоньку начнем ездить на малые рыбалки.
в районе 10-15 километров. Ну, на дальняк пока, конечно, опасно. Все же новая техника. Новая вроде новая, но надо, чтобы она уже притерлась. Все уже прикипело, притерлась, и тогда уже будем пылякать. Все, ребята. Отлично. Все, я доволен.